Территория нашего округа начинается с площади Победы и до паромной переправы. А с другой стороны у нас перекрестка Федора Попова, Дзержинского до взлетной полосы. Население округа составляет более 37 тысяч человек. Территория, в принципе, большая. Промышленных зон, в принципе, тоже много. На территории округа находятся такие предприятия, как Водоканал, Якутскэнерго, ТЭЦ, ГРЭС, поэтому название такое вот промышленное. В этом году в отопительный сезон вошли, в принципе, очень хорошо. Решили такие проблемы, как, допустим, дома Рихарда Зорги 17/2. Этот вопрос у нас не решался с 2006 года. В принципе, в этом году мы этот вопрос решили, и жители, в принципе, довольны. Сейчас у нас задача стоит также решить проблему дома по Очиченко 1/2. Тоже с 96 года эти вопросы не решаются. Там сети признаны бесхозом. В принципе, работа с структурами окружной администрации и с поставщиками, в принципе, идет. Весной этого года был, можно так сказать, мощный вывоз снега. Да, в принципе, округ в этом году не тонул. Очень нам хорошо помогли вот такие предприятия, как Якутдорстрой, как Жилкомсервис. То есть откачка ливневых талых вод производилась своевременно. В принципе, в этом году, наверное, все заметили, даже центр города у нас не тонул. Вот эта проблема, если промышленность чуть повыше стоит, то центр у нас тонет, то в этом году, в принципе, вообще сухо было. Социальному блоку, в принципе, работа тоже у нас проводится. Поддержка молодым семьям, многодетным семьям. В этом году, кстати, мы первый раз провели школу грамотного потребителя. Это вот мы, по-моему, первый мы округ были, который провели это в 13-й школе. В принципе, народу было много. Это вот у нас как раз было связано перед паводком. То есть у нас были и МЧС, и ГИМС, в режиме ЧС, что себя вести. Потом вторая школа грамотного потребителя у нас прошла в сфере ЖКХ. Это как раз таки тоже по реформе с твердыми коммунальными отходами. Третья школа грамотного потребителя у нас прошла, в принципе, недавно в библиотеке Белинского мы решили ее провести. Это тоже входит в территорию промышленного округа. Но ближе к центру народу гораздо было больше. Округ у нас очень часто участвует в акции «Путь к дому» по правам человека, который проводит, в принципе, всегда проходит на территории промышленного округа. В этом году мы провели ее более 6 раз. Очень сильно налажено. В принципе, не сказать, что работа это малозначительная, да? Допустим, даже если помочь одному гражданину, то уже, в принципе, хорошо. Но сама по себе эта акция, в принципе, нам показала, что люди готовы исправить свою жизненную ситуацию, готовы восстанавливать документы. Но есть, конечно, свои такие, можно сказать, юридические проблемы. Это когда реально человек бездомный, но он не может ни госпошлину заплатить, ни штраф, за утерю документов, такие. Но благодаря тесной работе с некоммерческими организациями, в принципе, эти вопросы решаются. Залито, у нас были такие проблемы, это как незаконное предпринимательство. Именно у нас на территории база труда находится, и фруктовики приезжают, прям фурами встают. Допустим, если так посмотреть аналогии тех лет, в этой сфере, округом было составлено около 8-9 административных материалов, то в этом году мы более 300 составили, в принципе, такой массовой проблемы не было. Мне кажется, постепенно начинаем решать ее. Также пытаемся решить проблему торговли возле проезжей части, это возле столичного рынка. В принципе, Сардана Владимировна проблему знает, тоже поддерживает, но и тоже людей без хлеба оставить мы не можем. В принципе, точки соприкосновения уже найдены. Сейчас остаются такие юридические тонкости. Надеюсь, в скором времени этот вопрос решим, закроем. У нас, если честно, еще очень много безнадзорных животных. Жилкомсервисом, в принципе, работаем по этому поводу. Очень много, часто бывает, даже если в Инстаграм смотреть, в основном видео, кадры этого с промышленного округа, потому что очень, частный сектор рядом, граничим с Мархой, их собаки к нам захаживают, в принципе, проблема есть такая у нас. Но, как сегодня Сардана Владимировна озвучила, дала поручение департаменту ЖКХ
этот вопрос урегулировать субъектом, то есть республикой. В принципе, это их обязанности, но мы как бы тоже смотрим, стараемся помочь. Также в этом году у нас очень хорошо прошли, мне кажется, субботники. Да, прям жители сами выходили, помогали. Вот Бабушкина 12/3 дом. Да, вот там новый 16-этажный дом. Вот они прям чуть ли не каждую неделю выходят, пятницу, субботу с музыкой там. Прям, так чисто убирают, весело, дружно. Видеоклипы делают, тоже мы вот в соцсетях их постоянно размещаем. На будущие годы у нас запланированы ремонтные дороги 50 лет Советской Армии. Это от перекрестка Калюцы Богдана Чижика до перекрестка 50 лет Советской Армии и Бабушкина. Вот этот участок там. Это у нас 20-21. Потом у нас участок от Бабушкина от перекрестка до Коржановского, полностью реконструкция дороги. Это у нас 20-22 годы. В принципе, проекты уже разработаны. В этом году общественные слушания мы проводили совместно с Губинским, смарт-библиотеки. Пожелания жителей тоже были учтены. То есть это в некоторых моментах перенос автобусных остановок, расширение проезжей части. В принципе, вот такие замечания жителей были учтены, были внесены в проекты. Вот, ждем дальнейшей реализации. В принципе, работа с управлением дорог идет в тесном режиме. У нас уже застройка идет со стороны Богдана Чижика. Да, то есть это у нас там хорошие такие застройщики зашли, как Якутпромстрой, как ДСК. Благодаря даже застройщикам дома признаются у нас аварийными, и тоже он выкупает их, дает, в принципе, в соседнем же доме квартиру жильцов, расселяет и берет под застройки. Как бы квартально так идет, очень мне нравится. И тоже один дом признали аварийным, но через КЧС его прям вообще срочно, но снесли. Это вот хорошо. И город там запланировал строительство детского сада. Там, по-моему, на 1000, что ли, мест. Но такой большой садик. Там высвободили около 11 000 квадратных метров. Как бы округ развивается. Мы стремимся к чему-то хорошему, светлому. Хотелось бы жителей тоже призвать поквартально признавать дома аварийными, и чтобы заходили реально хорошие застройщики, и реально застройка шла у нас не точечно, как сейчас происходит, а реально поквартально. Если будем поквартально это все делать, то в принципе и благоустройство будет проходить более мягко, так сказать, и более качественно, нежели точечные.